Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, братья славяне! Всем привет, всем хорошего вечера, хорошей субботы, да. Шикарный день для того, чтобы заниматься хуйней, да, потому что целый день выходной, завтра еще выходной, ну ладно. Я как бы говорю за себя, нам многим наверняка доводится поработать в субботу. Воспоминания еще свежи, там, как Вячеслав работал там, блядь, где угодно. Ну, в армии, ладно, там как бы ты всегда на работе, даже если тебя отпустили домой. Мне как бы пофиг. Всем приятных выходных. Шикарного настроения, да. Новогоднего тоже настроения. Уже пора бы настраиваться на мандарины, да, на шампанское дешевое. Это надо, сука, поэтому всех с наступающими праздниками. Видите, елка. Давайте мы елку откроем. Елку самого первого стопудово. Да. Наступающими самый первый поздравил, самый первый побрился, чуханоид. Везде самый первый, да. Даже в постели самый быстрый. Вот, но это не важно. Это не важно. Всем привет. Начинаем КВН. Да, давайте прочитаем комментарий. Спасибо за 7 лайков, друзьяшки. Значит так, Перхотинец первый. Красава, Вячеслав, мы почтение. Здорово. Марчелло, привет. Макс, привет, братан. Так, Русланчик, привет. Диджей, здорово, родной. Здорово, котик. Генгри, здорово. Вечер добрый, Семен. Елдаком им побольше. Спасибо. Темный рыцарь, привет. У нас есть, кстати, такой напиток алкогольный, называется Черный рыцарь. Всем рекомендую. С колой точно можно пить. Так, Борис, привет. Котик Алексей, привет. На елке должны быть картофельные игрушки. Да. Да, блин, она стоит там на соплях, держится. Я бы и кабачок повесил. Но чтобы вы понимали, она просто упирается в потолок, за счет этого и стоит. Вот, как бы и все. Ну, еще она в алюминиевой тарелке тюремной. Вот. Значит так, да, надо мобилу поискать. Потому что я что-то в тумане небольшом, надо открыть же стримец мобил, даже в комментарии читать все время надо. А где, сука, телефон? А? Так, значит, здесь. Здесь телефон. Эх, сука, едем на Т-30. Господь, Господь, да? Все помнят, что происходило со мной на Т-30. Ну ладно, я немножечко настроил. Я, знаете, что сделал? Я сражал пачку ММДН, чтобы у меня пена с рта шла от энергии. Кто не в курсе, я и так достаточно энергичный человек, но от глюкозы меня еще больше хуячит. Поэтому я решил подойти с таким вопросом, точнее к этому вопросу, таким подходом. Вот, но есть и минусы. Я немножечко прибухнул пивка, меня наебашло, сейчас отпускает. Такое состояние полусона. Вот сейчас посмотрим, на что кусок пизды по имени Вячеслав Сагдиков готов, да, в таком состоянии. Так, хай, вопросик, сколько пиваса выпьешь за вечер? Мистер 877, здорово, смотри какой. У нас на пивзаводе здесь пиво, которое пьется лучше, чем вода. Вот, ну и оно само по себе ничего. Вот. Я думаю, что литров 10 изи. Изи. Да, с учетом того, что я не бухаю. Да, кто не в курсе, если редко бухаешь, тебя очень быстро ебашит. Ну и как бы, понимаете, да. А оно заходит, будь здоров. Так что тут важна правильная постановка вопросов. Значит так, едем на вот этом чуде, он в топовой комплектации, до Е4 нам 1001 световой год. Поэтому добрый вечер, доброго вам здравия. Приятного аппетита, сладких снов, кто собирается спать. Да, есть такие, кто спит под стрим. Меня не оскорбляет. Я и сам частенько занимаюсь такой хуйней. Врубаю какой-нибудь, не знаю, сериальчик, либо что-нибудь еще. И вежливо ложусь спать. Да, иногда это успокаивает. Вот мы с госпожой, бывает, битву экстрасенсов врубаем. Мы стебемся, а потом я резко врубаюсь, и все. И она одна смотрит. И ей уже не так смешно. Ах. Ну, налево поедем, да? Черный ворон у них есть. Я не твой. Как говорил мой дед, главное после пива беречь свой эйнал, да. Да. Да, из-за бухла всякое дерьмово происходит.
Да, зачастую, я бы сказал, все дерьмо проходит из-за бухла. Либо из-за баб, либо из-за денег, либо из-за бухла. Не было бы этого всего, жили бы и выглядели как клумба. Стопудово. Да, то есть... Ну, очевидно, девственника... Не, а девственниками, сука, не были бы все равно. Вот даже если бы не было баб, все равно не были бы девственниками. Был бы только... Больше всего секса было бы у клумбы. И Джова. Если бы баб не было на свете. Ну ладно. Всё, если что, я не хейтерю, я ко всем нормально отношусь. Но постебаться я люблю, поэтому извини. Извини, что стоит наша жизнь без стёба, да? Ошметка пизды не стоит, осуждаю. Долгая нудная перекатка за камень. А свиньи уже ждут фэткок. Давайте мы так вот делаем. По трусикам! Я еще сделал это из инвиза, да? Опасный. Богатенький фэткок. Ладно, шутки в сторону, надо как-то уже подкатывать поближе. Вы там СТ-1 захочет башню поймать. Или Базанов вежливо, да, на фэткок запрыгнет с двух ног. Ему нельзя давать проезжать. Иначе это будет ректальная катастрофа. Хорошо. Хорошо. Но объективно этих слейвов крепким писюном не напугать. Вот видите, они вообще не смутились ни разу. Ладно, я понял. Я думал, он будет откатываться, и я ему плюну в сиську. Да, я как всегда поспешил. Поспешишь, жопой угостишь. Есть такая поговорка древнерусская. Ничего страшного, поехали базу давить. У нас уже пол команды поехала в следующий бой. Я бы здесь подзадержался. Псина. Ох, псина, артоводы эти. Артоводы эти. Обнюхаются чапи и лупятся в очко, суки. Я, блин, каждый раз, вот раз за разом эти свиньи сюда садятся, там, по этим конкам своим, и их там лупят вверх и вниз. Вот стопудово еще горят союзников, там, с чего угодно. Вот я уверен на 1000000%. Артоводы тоже, да. Косят за людей, но недолго. Ясен красен, да, как говорят. Оп, ждем блинда от шартика. Расклевали мой эвис. Словно и не бывало. Меня часто спрашивают, а схуяли дед шестой такой жесткий? Я говорю, ну это же дед шестой. И мне говорят, ну ясен. Я точно, да. Я был уверен, что не пробил. В НЛД это ж попасть вообще тяжело. Да, то есть он должен был в ангаре быть 300 лет назад. Не понял. Я понял, ни слова больше. Чисто дед, да, 2000 танканул просто. Ну ладно, одна просто не попала вообще. А второй дед вежливо танканул. Да.
Сигнал я не твой. Себе отменил. Ёбаный рот. Ну ладно, ладно. Для Т-30 это вот такой результат, да, потому что Т-30 никуда не попадает, а тут я аж 3 раза ну не ладно, не подряд, но попал. Но попал. Читаем комментарии. Так, любим тебя. Спасибо, Леха. Спасибо, братан. Виталий, привет, привет. И тебе дорога чиста. Роман, здорово. Стан тут только от помойки арты. Да. Да. Ну, блин, вот эти все приколы введения станов, да. Засилие ПТ-водов, которые никак не решается. Это все для того, чтобы каточки длились чуть больше, чем хотя бы 3 минуты. Потому что иначе они будут еще быстрее. Вот. Вопрос тут не собирается решаться балансом техники. Ну ладно, возможно, в ближайшие лет 5 оно как-то начнется решаться. Оно потому что уже решается, да? Имбовые премы не продает. Имбы нерфят. Ладно. Я как бы, честно говоря, не против этого. По крайней мере, нету супер идиотских решений, да? Не считая штурмовой САУ. Это, конечно, да. Это да. Вот это да. Так. Какая оборудка на Т-30? Турбина, досл и либо ОМП, либо закалка. Скорее всего, ОМП. Ну, чтобы вы понимали, никакая оборудка Т-30 не поможет. Никакая. Да, невероятно носак. Хер с ним. А где Серега, ё? Кто не в курсе, Серега задонатил пару дней назад голдеца, чтоб я за свободку открыл Т-30. Вот. За что ему безмерно благодарен. Я и так очень медленно и долго качаю ветки всякие. Веток еще до хера. И такая поддержка была нужна. Пользователь 76 самое главное идиотское решение. Ну, блин, понимаешь, а вот есть, допустим, Шкода Т-56, который, ну, вообще по имбове. Надо понимать. На нем реально больше можно настреливать, чем на БЗ. Про него ни хера не говорят. А про БЗ говорят. Ох, там Лёшки выкатываются один за другим, свиньи. Я хочу как чмо. Вот как раз БЗ разрядился. Ой, меня так заводит, когда выезжаю как чмо, если вы знали. Тут места нету. Нету. Подвал же не резиновый. Я как дубинка начальника. Ошалеть. Я вообще не верил до последнего, что он выйдет. А он реально выехал. Ну, меня часто спрашивают, а ты что, надеялся, что ты попадешь, когда с полвертухи плюнешь? Нет. Ясен хер, я не надеялся. Так, ну это... Скотослейв. Охуеть, это плохо. Не самое популярное место для СТБ, я конкретно могу сообщить. Вот конкретно я могу сообщить. Ой, сука. Он вбачил. Он вбачил, что отсюда могут ему напихать. Ну ты ёбаная Галя, сука! О, это продолжение 1001 стрима, которые были до этого. Союзники вечно мешают. Да, и в самый неудобный момент. А другое дело, ладно. Назовем это возмездие. Наркомания. Наркомания. Выкати ты, разъеби ему голову. О. О. Вертится как шакалы, да? Вертится как Саша Грей на известном предмете. Давай.
Ну им конкретно насрать. Вот, типа, был бы он зацеленный, он бы капнул ему по щекам. Кстати, знаете что, отсюда могут просунуть? Надо бы отъехать. Даже вот так. И даже Leisurehead. А здесь он будет проезжать? Нет. Будет. Мой клиент. Да. Ну а попадать мы будем в следующую серию, очевидно, потому что... Хули. Ну а потому что хули. Мне кажется, только что изобрел идею танковать за этим обратным ромбом на Т-30. Сука, ну мы солим сейчас делим. Так резко крутил вежливо. Подловывся. Подловывся, молодец. У нас есть целых 16 секунд, чтобы переехать и всунуть в 121. Все боги будут благоволить. Не будут, все под шконку попадем. Ой, бля, вот я люблю в такие щеки жирные сувать, но хомячок, конечно. Давай, давай, давай. А что по трусам? Мы сейчас побьем рекорд стрима по уронам. Не наезжает на подкок, а зря. А зря его тут заждались. Никаких вертух, только хардкор, только полное сиденье. Иначе на этом дерьме не попадешь вообще никуда. Знаете что, мне надо побольше заехать в подвал. Иначе я тут просто буду первый, кого опустит. А я хочу, чтобы к моей жопе была хоть небольшая очередь. Знаете, что там? Конь-шот. Урал камшот. Гриль прилетел. Эх, сука. Но здесь где-то 121 должен быть по закону жанра. О, ебо, вот это дерьмо. Ой, у меня колечко, пацаны, извините. Нет, Додя. Нет, Додя, ты будешь досасывать. Причем со всей силы. Поехали, гриля, я в нем. Нахуй. Хорош, на 905! Отлично. Отлично, ставочка зашла. Ставочка, сука, зашла. Хорошо. Когда ему в ЛД куда-то попал? Да, где-то там в бортике или где у него там сморчок был. Хорошо. Хорошо, так, читаем комментарии. А, господи, у меня мобила... Ну, так. Чего вы тут толпитесь? На рыбалку бы сходили. Там щеки мордой об ЛНД бьются, а вы дома и дома. Так. Как там, ты ловил рыбу или? Ты уже ходил на лед там? Рассказывай. Виталий, привет. Я играл Досл Вентиль, оптика, вообще хороший тончик. Вот, да. Так. Глебарио, здорово, приветствую. А что не стал турнир на Т10? Ну, потому что не хочу. Да и какой в жопу Т10? И какой турнир? Я, если что, не участвую. Ни в каких турнирах. Добрый вечер всем ГЧ-мучникам. Денис, привет.
Помню, меня Т-30 снизу вверх фугой в кепку пробил. Ну, вот больше чтоб так не было. Я вспомнил Сашу. Какого? Сашу Невского? Приветствую, хорошо стрима, лайк, прожа, Слава, спасибо, братан. Сашка еще не на пенсии случаем или перешел в раздел нимфы, кто в курсе? Какой в жопу Сашка? Лайчинский, не забываем прожимать. Саша должна Русере. Максим Рыльский, привет. На Русере без запрещенных вообще не играть. ВГ хоть как-то боролась, вообще невозможно стало играть. Ты про что? Про запрещенные моды? Если это хейтер, смотрите, сейчас сделаем. Смотрите. Захват экрана, да? Ну вот если что, вот реплейс, да. Последняя катка на Т-30, вот парочка. Да, вот со вчерашнего стрима. То есть, вы поняли, да? Ресмодс. Девка за рулем. Этот мод на отметку, если что. Да, вот отлипший. Получается, я без запрещенных играю. Ёб твою мать. Так, а теперь Максим Рыльский, извиняйся. Быстро. Если не извинишься, будешь клумбой. Так. Клумбы с писюнами. Здорово, Сымин. Пламенный фугас тебе в зад купил 121Б. Какой же он охерительный. Да, велик, все верно. Макс, не плачь. Так, Леша, ПНХ. Так. Игорь, салям алейкум. Пузонито, здорово. У тебя пресс-ак или нет? Нет, это мой. У меня нету пресс-аккаунтов, нету твинков. Это чисто вот мой. Сэр Артем, привет. Саша Грейда. Знаете что? Я видел страницу в Инстаграме, что-то такое. Она там готовкой занимается. Короче, примерная жена. Вот, кто одинокий, берите в жены. Нормально там, ну, никаких фоток там, типа сиськи, жопы, нихера. Нормальный Инстаграм человеческий. Готовит, хуйней занимается, там какие-то подписчики у него все дела. Так. Джорджо, здорово! Честный стример. Тут тебе и не попал, и не пробил других. Смотришь, тысячи пиксель залетает. Ну вот. Сегодня открыл лед. Так себе рыбалочка получилась. Две щеки, жменька хороших акушат. Да пяток платочек на жареху. На этом нашалить. Крусова. Макс гоняет дальше. Игорь от рука. Так, у Симена просто пресс, да. Я не про тебя. В заложниках играю. Вообще труба. В заложниках. У кого? У палестинцев? Алексей, привет. Всем здрасте. Всем здрасте, друзья. Ладно. Посмеялись, хватит, поехали дальше. 0% побед. Срочно подскажите читы на это. На процент побед. Видите, на настрел читы есть. По ссылке в описании. Там такой сайт Donation Alerts. Можно надыбать кое-что. Играем дальше. Всем приятного настроения. У меня хорошее настроение. Вот. И Писюша стоит. Сладенькая. Сразу же к семеркам. Сюда! Можно ехать куда угодно. Поехали, наверное, в город, потому что там арта не так будет ебать. Единственное, что у них нету сумасшедшего количества ТТ. А вот на деле не будет танков побольше, да? Гачслав сможет кому-нибудь пропихнуть. Еще и от башни можно будет постоять. Блин. Серьезный выбор. Серьезный выбор. Куда сам поедешь, куда мать отправишь, как говорится, да? Жеваные кроты. Светки Соколовой. Мы едем направо. У них мало тяжей. Я рискую приехать в город и остаться ни с чем. Здесь хотя бы не по губам поводят. Под пивко в самый раз. Более я только от идиота могу ответить. В Краснодарском крае сегодня плюс 17. Fuck you. Fuck you. Быстро подледной рыбалкой занимаемся. Охотой, точнее. Всех люблю, обнял. И у нас сегодня плюс 22. Как все погода? Какие же вы сучки. У нас снега там по горло. Кто у нас низкий и популярный? Не считай минимы. Децл помер. Кто еще?
Андрюше Губину будет по горло. Я бы так сказал. Снега. Кстати, танков здесь мало. Короче, ставочка не прошла. Вот так вот анализируем сетапы, да. Потом возникают вопросы, хули сосем на Т-30. А что по стате? Да, по итогу я поехал в поле под 2 арты и с 2 союзниками. Подписываемся, ставим лайки, скилловичок играет. Гайды запускает раз в 3 месяца. Молодец. Ну что, я бы, наверное, здесь остался. А уж, ну, короче, на Т-30 только с фулл сведением нужно стрелять. Не иначе. Ну, выйди ты уже по саси, котик. У меня, блин, КД 16 секунд. Имей ты совесть. Скотоложь. И за мое очко. У нас первое платное сообщение. Если что... Оп, мне кажется, вошло. Мне кажется, вошло. Спасибо за... Ну, я посмотрю. Я не вижу, кто прислал. Я между каточками обычно ознакомливаюсь. Такое ощущение, что заходят тычки. Такое может быть. Такое динамичное, прикольное, хорошо, мне нравится. Мне нравится. Несмотря на то, что это не гача, меня устраивает. Эти из ЮАР, 2 наркомана, телка с этим пацаном, да? Эх, сука, но я до последнего сводил, потому что это надо было делать. Ну, поехали. О, 1 раз вошла. Ну ладно, это хорошо. А вот это вот плохо, пацаны отсосали. Это срочно обкашлять вопросе. Надо охуенно надежно выстрелить, убить это дерьмо. Значит, мне... Ну, вы поняли, да? Не маленькие. Ну да ладушки, так или иначе, Вячеслав, 350 урона, пол команды в ангаре у них. На ПТХ-сники здесь вот все летают. Глупенькие поросятки. Короче, каточка оказалась херенно неудачной. Мы здесь в абсолютном меньшинстве еще и продали. Торн-он, это типа заводи. О, из-под пальчика мангарчик, котик. Я буду очень драги стоять, все без урона. Не знаю, вошло ли он до этого, разрядился, скорее всего, отъехал назад. Бэйби-бой. Ну ладно, хорошо. Что, Вячеслав пострелял, молодец. Кутак Башар. Давай, 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 я готов выстрелить. Хорошо. Срочно. Требуем невинный суд. Может не сомневаться, это произойдет. Ну, вот здесь это отсоса не могло быть, да, но мог быть невинный суд по настрелу. Значит так, 2050, сейчас посмотрим, сколько уже мы дали вслепую. Я мог дать 2 блайнда на фулку. А это, понимаете, нет. Да.
Вы думали, я дал 2 блайнда? Так оно и есть. Не в этого поросеночка глупенького. Решил. Хорошо, так, значит. Приступаем к прочтению доната. Спасибо за 24 лайка, друзья. Да. Уважаемые братья славяне. Аноним, спасибо за полтишку. Велик, спасибо за полту. И за колдовство на невинный сак. Так, значит. Так, 18, значит, на моторе по открытой воде троллингом. Да, конечно. Здорово, хорошо. Стрима, шлеп по попке, Грин, здорово, спасибо. А завтра дайте в жопу, сука. У нас где-то, наверное, минус 6, минус 9. И снега херогора, который не собирается ставить в ближайшие несколько месяцев. А как же Витяка, ему по самую кепку. Ну да, кстати. Да, ну, судя по харе Витяка, он может застудиться, ему станет плохо. Мне кажется, он нездоровый. Андрюша Губкин тоже склеил асты. Эх, сука, блядь. Все кумиры детства, да, уже в ангаре, блин. А жаль. А жаль. А вы бы еще паспорту спорт Боярда вспомнили. Паспорту живее всех живых, я уверен. Серега, здорово, братан. Здорово. Так, Флай, привет. Что за песня? Это сейчас скажу. Песня была за донат. За донат. Die Antwort. Шайка называется, да. Песня называется «Банановые», типа «Банановые мозги». Я уверен, песня перегружена смыслом. Поэтому обязательно к прослушиванию. Сейчас я в чат скину. Вот, это у нас, если что, аноним закинул за 50 рублей. Спасибо, здоровья тебе, дорогой друг. Так. Всем, что со звуком, тебя довольно тихо... Да. Блин, мне кажется, у меня микрофон охеренно близко к харе. Раз. Возможно, это из-за песни за донат так громко. По идее, должно быть все хорошо. Да. Да. Ну-ка, давайте в настройки микрофона глянем. Ну-ка, если фильтром. Так. Ой, да, короче, нормально все. Нормально все. Да. Со звуком все должно быть как всегда. Так, приветствую всех. Фаркхат, здорово. А можно музончик заказать? Жано просул там. Я не знакомую песню не врубаю. Вот только если через донат. Потому что я очень боюсь, что меня жмыхнут по жопе. Да, и ютубовские бродяги. Вот кого прям очень жаль, так этого горшка. Ну, как бы, чего жалеть? По сути, сам виноват. На всю жизнь здоровье тратил. Поэтому и помер. Ну, кто не в курсе, он же не от передоза помер, но, по сути, из-за сопутствующих всяких дел. Губин живой, правда бухает. Но я знаю, у него какая-то болезнь там, такая сложноватая. Ну да, песня громко была. Угу. Ку, мой гачи друг, Мак ДМГ, здорово. Сергей, так, все. Всем привет, поехали дальше. Урок чтения закончен. He's a cool cat, она так поет. Он классный котик. Песня, вот, вообще, блин. Смысл на уровне Высоцкого. Кстати, никогда Высоцкого не любил. Мне, конечно, у него некоторые моменты есть в песнях охуенно крутые, да. Но слушать никогда как-то на уши не ложится. Я понимаю фишку, всего такого, но как-то... Не мое, видимо. Дематички, Ремки, Борис, ты давно уже их потрясаешь. Из-за Cool Slake. У меня где-то был такой камуфляж, он успешно проебался. Это типа газовый комфорт или что-то такое? Здравствуй, Андрей, привет. Ебать, ты побрил. Да, я побрил Харри сегодня. Я сначала думал аккуратненько там половину забрить. Пробовал и под расческу, и там под машинку кое-как там.
Ну и, короче, машинкой сбрился. Но она, получается, не в ноле, а шершавая, если вживую посмотреть, у меня кое-где там частина видна. Вот, но это как бы не 10-сантиметровые волосы на харе. Да, всего лишь там 2 миллиметра, наверное, или один. Один, наверное. Я немедленно вышел в магазин и понял, что, наверное, не надо было брить харю. Лицо не привыкшее к минус 5 там, или что-то типа того. Давала о себе знать. Вот и баутсак. Еще 3 пацана. Можно просовывать от башни. Сделать это нежно-нежно. Ну, чтоб кобра не ворвался, у меня жопа вот не вытерпит. Вы видите? Да. Тут нет затычки, тут просто решетка. Такой, видимо, примитивный радиатор. Это исторически. Вылазит, сука. Чё ты, куда ты лезешь? Бойчик. Гей-бой, гей-бой. Завери мои что-то мне начекал. Эта шайка никуда не вкатывает. А вот здесь вот Т-30 хочет елдачок. Я чтоб надернул как-то выкатывал. Мало ли здесь пушка бы не опустилась, да, было бы неудобно. А вот так вот распяливать лёшек достаточно. Deep Inside. Бардикс. Слушайте, ну кроме шуток, эти вот бродяги недоношенные, да, они просто стоят, кто-то целит, а им, если что, некого целить. Ну, если б не кобра, я бы, конечно, въехал бы и показал просто. Близко, хорошо. Хорошо, у нас будет попытка номер 2. Сейчас останемся от арты, непременно. Пиздец. Я уже за угол заехал, он все равно мне прокинул. Лёшки развернулись назад. Вот эти Алексы отдали свою жопу дешево. Ну, поехали поддефим вот здесь. Хотя, на мой взгляд, надо бы, наверное, даже не там встречать, да, а где-то, может, за углом. Вот тоже сотка. Вот невозможно было предугадать, что там пропушат, да? И вовремя сипстыся. Здесь вот гача арта меня жмыхнет. Блять, какие вы ублюдки. Слушайте, меня так просунул-то вообще. Ладно, там кобра сзади все равно. Ну четко, пацаны, базар нет, как мне Вазик дал вообще в гуслю, я не знаю. Причем в одну и ту же, в эту, да? Мне ж не две было сломано. Ладно, пофиг. Пофиг. Команда отдалась, это их право, да? Я, главное, что не в ноль сыграл. Так. Так. Семен, а ты слышал Асти, царица в версии металлики? Что-то такое слышал. Да. Блять, меня вызывает омерзение. Не, ну как бы ладно там. Ой, фу, опять. Так.
Где моя... Парикмахер дядя Симен пострели. Май дик под 0. Май эс. Май эс под 0. Значит так, у нас концерт, имба, да, поехал на план, где его обоссал Баджера внезапно. Там ехать полгода до сюда. Каким-то хером он еще умудрился его пропустить вот здесь вот. Да, то есть ему по полю ехать ровно. Бродяги. Так, 934 даги с выстрела хп. Вот да. Это у меня так вылетело? Я провтыкал. Но 934 это максималка. Это, сука, максималка. Топ по урону. Оп, ладно, топ-2. Топ-2. Чисто Леха просто пожил в конце, да. Его отстали, поэтому так. Ну вот, пацаны играют и выигрывают. И что самое интересное, выигрывают. Пацаны опять в вылазку собрались. Сумасшедший. Сумасшедший. Сколько средуха на 750. Так, да, он вот только дня 4-5 назад вышла песня. Мне где-то в интернетах попадалось. Я там минут 5 послушал. Ой, ну меня IT бесит. Вот определенно она меня просто бесит. Все песни, вот чисто для клубных шалав сделано. Чисто, сука, для них. И смысл везде один. Не, у него как-то до года 15 все песни строились на лесте. Да, не лесть, которая контора, а лесть, типа от слова лесть. А потом просто там, типа пожалейки всякие. Это, конечно, кал. Это, конечно, кал. Мне понятное дело, что есть, допустим, инстасамка, которая там вообще для таких, у которых, знаете, слюна с рта течет. Типа, и все песни такие, как у 90% рэперов. Типа, я езжу на москвиче, дорогом новом, ты на старых дедовых Жигулях. У меня в жопе бутылка рома за 300 баксов, а у тебя в кармане за 100 рублей, и, ну и так далее, такой смысл. А там, конечно, не поспоришь. Там смысловая нагрузка на километры ниже, чем у этой Галины Айсти. Так, сука, меня не чекнули. Хорошая новость. А это уже хорошая новость. Так, песня там, так там голосом. Да я знаю, я же тебе говорю, я слышу. Ну, я, кстати, даже не сразу понял, что это Хэтфилд, она так не сильно похоже было. Но потом распробовал, сразу стало похоже. Я бы пчелок голосом Хэтфилда послушать, это было похоже. The cool slave, cool slave. Под прикрытием доходяги проезжаем. Я дал просто свертухи, потому что могу себе позволить все. Сейчас еще раз выйду и пиздану из своего фэткока. Бобобо. Сука, вот у него такой угол еще был. Ой, бля. Он типа и не туда, и не сюда. Я Бобу этот свалил. Лужа дерьма. Понял. Идите в пизду. Опять вот херо гора танков, который можно пялить, арта по мне кидает. Вот дерьмо, слушайте, он так зачитерился там, это вообще. Рак мой кейс. Хорош.
Видели, куда залетело? Хорошо. Хорошо. Что-то там мы допросовываем. Блять, нормальная раскачка была. Это дерьмо даже не пытается сводиться. А я еще не могу так стать, да, на танке, у которого по сути есть УВН. Поняли, да? Чтобы, блять, стоял как человек. От башни. Вот видит трох. Вот это прострел, вот это я понимаю, да? Is a cool slave. Не артайся, что делать. Буду плохо себя вести. Бля. Ну, сейчас ровно стоял, и его не смог пробить. Стык можно если что ему всунуть. Фигово, что он мне все хп разъебал, ублюдок, ни разу не свелся. Вот этот меня бесит. Да, он молодец. Я ему дал все-таки. Ну и давай соси теперь шотный, дерьмо собачье. Это вообще пассивный спермохлеб. Вот этот тык вообще капец. Он там полгода стоит, уже мог сюда подъехать, ему сверху напихать. Этого дурака добрать. Посмотрим, чем он занимается. Просто целит бабах. На сковороде на своей. Ну вы конченые, ублюдки. Просто конченые. Все до одного. Так. Так. Не, альфа у тебя, она нет. А, средуха? 1003, да. Но первый стрим был на 4000. Это боев 8-9. Но в следующий стрим я никуда не попадал, у меня горело очко там. Я не знаю, наверное в 3000 даже не отыграл. Парочка каточек лоховских, и вот сейчас где-то в 3500. Да, ну, наверное, пониже. Eminem, слушаешь? Не, Eminem отличный исполнитель. Но как-то не доводится. Семенука и Даниил Дарова на мотив песни за деньги, да. Ох. Я, знаете, что слушал? Фредди Меркьюри пел песни Modern Talking. Блин, круто звучит. Попадалась мне такая. Ну, как бы сама песня, да, там под его голос попадает очень хорошо. Ну и, короче, звучит оно толково. И еще Цой вечно молодой. Тоже очень хорошо звучит. Но оно как бы совпадает. Дождемся, когда эти бомжи дососут. Без прикола, конечно, и одного 277 хватило бы. Да, единственное, что непонятно, сколько у него промилль. Но, скорее всего, дотянет. Так, дорогой Эвил, привет. А, вы же не прочитал под мотив за деньги. Ну, я прочитал, что под мотив за деньги, да. А дальше. На мотив. Песня за деньги, да. Ну, а кто, блин? Хэтвилл тоже или что? Или Eminem? Это не было понятно. Так, а в караоке что поешь? Я в караоке не хожу. Я по заведухам не хожу. А если что, могу спеть.
что хотите. Я пою хорошо. Не, кстати, на стримах я давно уже не пел. Как-то вышло из моды. Но раньше было такое. Вот, как гачи хиты всякие мы исполняли. Так. Господи, как вы долго ебете эти саны 8 левела. Ясно, сколько хп у Потехи? Есть подозрение, что он их сейчас всех раскидает. Причем делать это очень легко. Так как рандом, брат, ну вроде неплохой. Вроде бы неплохой. Но если что, в субботу в первую очередь не надо играть на 10. Вот. Этиловые киберспортсмены на месте. Да. Манхэттен здорово. 277 фартовый. Ну, он full хп, епт. И вот так. Ну, сейчас посмотрим. Надо чекнуть, что там по взводу у них. У них взвод, конечно, базара нет. Как-то они так легко отдали жопу своим. Коня этого бедного отпялили. Так. Привет, Семен Чатку. Здрасте, всем привет, друзья. Всем приятного вечера. Стрим, по сути, еще только начинает. Так, -1. -1 арточки у нас нету, кстати. Артовода убили охеренно. Ой, сука, он сейчас он отсосет. Ладно, нет, этот чё, он он не смог сообразить, что ему надо сюда проехать, пострелять. Ой, бомжа черти. Так, первый фугас, 1,5-литровый снаряд повредил меху. Всех приветствую, трудяги, как ваши выходные. Тигран, здоров. Он, сука, full хп, вы понимаете? Ему все, что надо делать, просто ехать и пялить. Без остановки. Мог бы даже здесь заехать. Вот, но это не в его стиле, очевидно, он тут поедет. На Edo 7 съебет. Ой, бля. Ой, бля. Сейчас ёбнет его. Секите. Этот гейбойник стоит, целит. Я хочу это видеть. Но вот это дерьмо не должно побежать. Он весь бой просидел в кустике. Весь, сука, бой. Видели, где от кумля след горел? Это ни хера не гусля было. Но он где-то в ВЛД попал, сбил гуслю. Он еще притормаживал, вот зачем? Он этот даун все еще может победить. Он все еще может победить, он потом будет ходить, рассказывать, как он затащил катку. Вот. Ой-ой-ой, пиздец, он не пробил. Башня тоже. Альфа прошла, ну и все. Ну и все. Так, Виктор, здорово. Хилимся, живем, Тигран, да. Так, Сем, как в рандоме делишки у тебя? Ну, пойдет. Немножечко в пизарез попал здесь. В целом нормально. Могло быть точно похуже. Вот эти бомжи настреляли. Бог им судья, конечно. Клан Фонг. Да уж. Так, бля, так обидно было сегодня. Был розыгрыш компа топового. Зашел на стрим, все дела. Короче, выиграет тело, которое сделало репост 4 минуты назад. Тупо за 4 минуты до запуска рандомайзер. Ну, скорее всего, это... Ты понял? Договорняк.
Здравствуйте, Вячеслав Сагдик, Мара Кандаров. Всем привет. Всем привет, вот так вот мы терпим. Жесть. Ну, короче, последние две катки я не успел пострелять. До этого было 3500. Сейчас мы, я думаю, исправим. Думаю, исправим. Тем более это на такой карте, да. Тема это не слышал про ап Т-34. Да, слышал. Ему КД апнул там. Ну и хорошо. Хорошо, он может, он будет интересным, наверное, да. У него родного пробития 250 примерно. Это уже ЗБС. 400 альфы, ну, конечно, никого не удивишь сейчас. Да, короче, нормально он будет. Нормально там. Сильно имбу из него делать тоже не стоит. Полностью согласен, потому что он дохера у кого есть. Делать инбой, во-первых, Херогара будет в рандоме. Что с этим делать, да? Станет от башни, будет стоять. My heart. А, знаете что, я же купил коробки новогодние. Самый этот предзаказ почти на 100 коробок. Все-таки это надо было сделать. Блять, он еще остановился, ну ты дерьмо. Плохо. Гейбойчик. Ладно, на 400, наверное, сносно, да? С учетом того, что он толком не сводился еще, как обычно. Гейбойники, гейбойники. Не, сука. Вот на Т-30 с полусведения ни за что никогда нельзя стрелять. Арточка есть 100 стрелять. Почти на 3 шестерочки. Здорово. Ирена. Ирена, Лёшке донатит КП, это радует Вячеслава. Несказанно. Этот Лалка даже сильно еще не заебал. Это пока не пробил. А чё у меня все зеленым? Блядь, меня это смутило, честно говоря. Просто в маску плюнул, молодец. Охуенно, пиздец. Ну да. Сука, ну вот ему еще досвестись, там хер сколько времени надо, он просто плюет, пробивает. Ну разве это честно? Ни разу арта не пизданула. Ну ладно, по мне тоже, по сути, ни разу не дала. Да уж. Да уж, так. Подождите, пошел минут 5-10 АФК, чай заварю, я понял. Я считал, если брать коробки по 50 штук, на один из танков нужно 550 коробок. А это 42 коробасов. Ну, это если совсем на... Ну... Там же, ты же знаешь, еще за голду можно покупать. Так. Я буду коробок 12 брать. Правильно, за голду всего больше 300 коробок. А некоторые люди считали. Но я про то, что если не тратить голду и вливать чисто на выбивание танков. Ну, типа за танки низкого левела теперь будет компенсация в голде. Это можно будет все вливать тоже в коробки. Так что про это не забывай.
Да уж, ну это пиздец, да. По сути, 2000 с полувертуха, я поехал в ангар. Грустненько и кисонько. Я в город поеду. Эх, сука. Ух, бля. Вот люди играют, конечно, это вообще вот сходу с самого начала едут в такую позицию, в которой ты, ну ни хера ты не сделаешь. Спрашивается, вот ради чего? Просто ради чего? Что, ну это дробина, если что, так вкатил вежливо. Но я не попал. Поехали дальше. Это, мне кажется, не в городе такая же глухомань. Привет тебе от всех. Спасибо, У братан. тебя, кстати, имя пиздатое. Пришел сказать, что всех ответственных за разработку этой игры нужно кастрировать. Спасибо за внимание. Спасибо, братан. Спасибо, братан. Сука, у нас базу пялит. Надо срочно возвращаться назад. Хорош, 3 шестерочки сюда. Сразу же фарт пошел, да? После доната. Так. Жок, спасибо, родной. Спасибо за приханг, Рубл. Не, наверное, Зок. Извини, братан. Оп. В землю, я видел, что в землю полетел. Дальше нельзя ехать, отсюда могут начакать. Сорвут тросы из петель. Понял. Ну, блядь, если что, не по мне. Ладно, я думаю, что у них перспектив там не особо. Блин. Рот. Ну, без приколов, такие дрыны и должны быть косорылыми, потому что те ублюдки на ПТ будут сидеть на базе весь бой. Попадать они вообще не заслуживают ни капли. Ни капли. Что там песня играла? Она, может, на паузу стала или что? Или нет? Ладно, разберемся. Разберемся. Там еще и сушка шалит. Блять, банан, здорово! Бля. Здорово. Ты меня чекнуть, если вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот такой вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, блядь, я не понял. Стоило мне неделю не быть на твоих стримах, Но. и ты уже забыл мой ник? Я есть Жук. Жук. Бля, точно, ёпта. Сука.
Да, я забыл, якось. Извини, братан. Это так смущает игра Вадика? Хорош. Хорош, ну ладно. Когда надо, шишка заходит, будь здорово. Пошел. Я думаю, разберутся, да, не маленькие. Я думал, и с этим прокатит. Ну да ладно. Короче, тортик с подружкой приехал. Я даже подкатил. Ну, меня смущает этот пацан, который на супер имбовом танке, особенно против двух тортов, просто присутствует. Не смущает. Так, тортик, иди-ка тут пизденку. Хорошо. Хорошо, я успел. Ай, херенно. Да, он довернул. Сейчас он довернуть не успеет, дерьмо собачье. Вазика не жалко? Ни хера. Потому что им так лалка без толку пососал здесь. Невероятно. Аплодисмент. Аплодисменты. Поехали дальше. Я думаю, что надо базу пялить. Поскольку они там, да, просто стоят и терпят, я еще успею доехать. The rhythm of the train. Ясно. Ясно, вот такая вот каточка. Никогда, кстати, не разглядывал набережную здесь. Выглядит неплохо. Можно было бы что-нибудь здесь придумать. Какие-нибудь там, я не знаю. Ой, что-нибудь такое, что можно было еще здесь покататься, что-нибудь, да, там, либо заслейвиться где-нибудь. Ну где мразь? Он не чекает арту. А, ну. Походу его фугасом не пробили. Так, хорошо, читаем. Давайте прочитаем донаты. Так, Жук, спасибо за 400 рублей. Да. Аноним, спасибо за полтишку. Велик, спасибо за полтишку. Аноним еще раз за полтишку. Спасибо. Ну, вроде все. Вроде бы и все. Так. И спасибо за 41 лайк, друзья. Значит, 3700. Эх, сука. Короче, Т-30, как всегда, разочаровывает. Вообще, надо было, как только я поймал первую тычку, да? Эту жирную. Сразу же перестать там рамсить. Это мой косячок все равно. Так. Что за подсчеты здесь, я не понял. Ну, я про то, что если не тратить году. Угу, что ли, какие на 42 крайне, здесь посчитай 68 Г за коробку, если набор. Вот если по коробках была Шкода Т-56, Прога, Бура, прикинь, как бы донатить. Ну и так достаточно подонатить. Да. Пока пердак отдыхает от березовых веников, зашел поставить лайк. Артем, здорово, родной. Здорово. Но посчитай один танков с каждой 50. 74 фанера. Ну да, он без брони, но иногда есть чем удивить. Это надо понимать.
Так, на десятках полный ахтунг игра. Ну да. Это да. Я считаю, я... Снега немало за эти дни, и экстренно было принято решение организовать бань с шашлыками. Ну ты fucking бич. Ну ты fucking бич. А вот это новое. Тебя еще не... Ну, это если на фарт. Я 26к вкинул мне, ну, Артем, Борис жопу веника. Ты сегодня на великовую что? Все, прочитал. Ты, блин, там так агрессивно встречает. Они так вкатили еще бодро, да? Вызывает зависть. Надо здесь, наверное, подслейвить, пацану. Ладно, без меня справится. Не маленькие и писюн пососут. Бля, они их там так лупят, это вообще. Их даже ни одна ПТХ не пялит с дальника. Ну разве что арточка, ладно. Siemens Action. Ой, иди-ка ты в пизду. Вот эти вот тычки, как они летят, это вообще... Ой, я опять чуть не зафейлил. И как-то еще снизу вверх попал в ЛД. Ой, здорово, что не меня выбрал. Спасибо. Спасибо, чуханет макаронный. Хорошо, перфекто. Так, ну там походу никого. Что странно. А может там кто-то и есть. Feel the power. Опа. Это уже гачи танк. Пизда, бля! Но я зафейлил, наверное, все-таки, да, как тычка летела. Как будто с задержкой. У меня такое бывает. Ну проедь ты, животное. Ну что, больше откатит сейчас? Хорош. А теперь на горе 50 бег, вы стебетесь? Тоже не на горе. Вот это дерьмо на горе. Она где-то здесь сидит. Она еще пропяливает 95. Короче, это дерьмо еще не начекают. Хорош. Хорош, не зря ждал. Сразу в круг псина, молодец. Я за бабахой. Если успею.
По сути, он вот будет откатываться, да, и Вячеслав свой писюнчик сладенький просунет. То, что было нужно. На топовые пушки дерьмо. Да. Да, ну можно было, наверное, все-таки сюда дать. Я, понимаете, я думал здесь просто ровненько, да? А тут оказалось, он еще может как-то слейвиться. Мне пришлось еще выцеливать. Так бы жмыхнул и за дом. Оказалось, что мы еще можем проиграть. Ну да ладно. Так. Угу. Также микрозаймов на конты набрали некоторые. Правильно. Правильно. А я безусловно. Так, я и думал, что у меня друг Порщик. Бля, это есть банщик от бога. Порщик. Девки наши тоже мало. Сидят до последнего, на сосках можно яичницу жарить. Главное из жопы листья утром не додам. Да. Листву к вечеру отскрыву. То есть в чате 2 алкаша. Все прочитал. Все прочитал. Значит так, спасибо за 44 лайка. Спасибо Жук за 400 рублей. Аноним за 100 и Велик за полтишку. Хорошо. Нет, я Т-30 точно не буду оставлять в ангаре. Это... Вот Шкоду 9 можно было оставлять, да? Но я ее продал как раз таки, наверное, чтобы купить Т-30. Иронично, капец. Так, самое интересное начнется через час. Придет малый, приведет межжеверевые веники с Карелии. Иван Кириллов, привет. Всем здрасте. Всем здрасте, друзья. Надо, наверное, в кусты сразу ехать. Либо можно заславиться чисто от башни, там где-нибудь пригреться. Но мне кажется, это так себе идея. Не ковбойская. Как приятно онлайн камбэкнул. Ну да. Расти онлайн, расти и пися. Двойка с закалкой. Молодец. Так, 60 ТП проехал. Сука. Опа. Да уж очень плохо, что разрядился. Да уж я не пропялю коня. Сука! Шадойка красава поддержал деда. Есть легкое ощущение, что меня лагает. За ваше здоровье. И за мои очко. Невинного сока так и не было. Точка, 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 Ничего точка. еще За не вижу. деньги, да. Не вещь. Поехала дерьмо. Кто меня чекает? Не ясно. Наш ну деда, скорее всего, не спасти уже. Бог ему судья. К-91 перекатился. Угу. Пизда, какой же ты лакерный дерьмохлеб. Дерьмохлеб. И мат, соответственно, тоже такой.
Да вот этого пялить. Он более опасен. Ясно. Ясно, вопросов, блядь, больше нет. Ну, это тоже плохонько. Чинись, родной. Да уж. Да, дед успел зарядиться. Ну, пиздец. У меня вся команда закончилась. Они просто закончились и все. Вот, ну что я мог сделать, да? Парочка тычек все зафейлилась. Как раз в тайминге, когда пацаны вкатывали. Ну, извините. Так. Так. Покупал коробки? Да, купил упаковочку, которая там почти 100 коробок. Я 5 дней праздновал день рождения уважаемой женщины, пиздец, часов 15-17, до понедельник, пятницу послал, ошалеть. Дмитрий Железный, здорово. Так, я честно не понимаю, почему Т-30 считает имбой, тот же 95 не будет. Т-30 не попадает никуда, а так он вроде имбам. Я еще был в такой... Получилось на сон грядущий, на каждой жопы на день, бля. Срочно открываем стрим второй вкладкой на ВК Play, да. Так, все, прочитал. Ну, таких каток много было сегодня. Я как бы нормально играю, да. Не попадаю в пиздарез. Курик, привет. Так, Яшка в черном списке. Угу. Элефант. Важный спермохлеб. Поехали, наверное, в город. У них много танков, которые могут там затихариться. Может, прицел... Ой, да? Не поможет ничего. Если Минотавру не помогает прицел, то здесь вообще не поможет. Кондом турбовый, ну да. Не, вот прошлая катка прям совсем турбовая была. До этого настолько турбовых не было. Кстати, я сделал вот предзаказ. Мне в ангаре нигде там даже не засветило, что вы там приобрели коробки, их можно будет открыть там в какое-то время. У всех так или нет? Здорово, заебал. Босс, здорово. Угу. Обидно, когда чья-то сладкая С осталась безнаказанной. Да, да, последнее письмо. Ну, как бы да. Не, ну просто есть турбовые катки, которые идут 5 минут, но ты хотя бы успеваешь куда-то всунуть. Ну, типа ты как-то в волну попадаешь в это. И успеваешь делать хоть что-то. Бывает так, что не попадаешь вообще никуда. Подозрительно не сосет. Там много танков, я думаю, они не раз еще начекают. Бедный гриль. Дед очень агрессивно вкатывает по городу, смотришь, он творит. Ладно, он чисто за дом заехал. Ну, допустим. Коня размяли прям знатно.
Кранвейген тут. Ну-ка, блядь, забери его, красава. Так, у него уже минус одна. Да? Минус Харя. Можно всунуть в Чеха. Там доживет. Вот урон. Птичка полетела прям в НЛД, это прям редкость. Это редкость. Нахера Кран поехал, будучи шотным на деда, вот это вот я не знаю. Протараним еще. Оп, на Крана довернули. Ай-яй-яй! Здорово. Я думал, он стоит цели, так оказалось, что он просто сосет. Гриль перекатил. Ладно. Это нормально. Нам. Конечно, будет плохо, если у меня гриль еще раз пизданет. Будем плакать всем стримом. Хорош. Арточка подождет, дерьмо собачье. Я подцвелся все равно, потому что бывают всякие эксцессы, правильно? Не хотелось бы воспламениться на ровном месте. Гая. Ну. Понятно. Ну, до первого засвета пацаны живут. Ух ты, блядь, не чекнул. Да, он оказался прямо здесь. Ну ладно. Ну вот у нас только 2 танка погибло. Жестко. Так читаем комментарии. Я постоянно такой дерьмовый режим переворачивает. Мед любишь? Не особо. У меня у деда пасека была, и я в детстве наелся. У меня дома 2 банки здоровых меда стоит. Любит Симин, да. Ну, другого не поехал. Че, побрился? Ну, просто сильно заросший. Вот поэтому побрился. Борода отрастет за 3 секунды. 3-4 дня я буду бородатый. В целях гигиены, короче. Потому что, когда у тебя морда заросшая, нужно сильно мылом мылиться, чтобы всякое дерьмо смыть. 5 минут, да? Так, значит. Велик, спасибо за полтишку. Который за деньги, да, невинный сак, да? Ну и... Не, невинный сак был. Да, как в позапрошлой катке. Наверное, это можно назвать так. Ровно 5 минут назад я был там. Я понял. Я понял. Поехали в город. Короче, я все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы вообще не бухать. Вот я сегодня пригубил пивка, литрушечку. Было охуенно весело, ровно 5 минут. То меня начало отпускать, и потом какая-то сонливость, хуевость появилась. Меня вообще не устраивает. Ну, пролилась водица байкальская. Врешь, госпожа Закуньку предъявила, поди. Поэтому пригрустил. Я понял. Борода режет. Не, я умею ловко лизать пизденку и не царапаясь. Ну то, что Гачелавский ловик.
Так, значит, господин фазу проехал. Где-то здесь будет его башня. Ну вот и башня. Сука, ну вот я намеренно шел на размен, а главный вопрос нахера. Это стойка. Это стойка, знаете, он все еще танчит. Ну да ладно. Бог ему судья. Это не успел. Просто вот чуть-чуть. Их метелят просто как свиней. Ничего страшного, пускай очкует нам. Сюда! На этом дерьме попал, вы понимаете? Я думаю, вы понимаете, что это означает. Хорошо, я успел. Ну да, его допялили охеренно. Я думаю, имеет смысл вот так устать, потому что вот-вот начнут высвечивать бродяг. Нужно к этому быть готовым. Наконец-то, блин. Пока сведусь, он заслоится. А, нет, хорошо. Хорошо. Как так можно играть вот на шарфике? Иди там, высвечивай их и все, что надо от тебя. Не пробил. Ладно, в Т-69 я бы не попал, а вот в этого мог бы. Это выясняется, что я поспешил с тычкой, что ли? Хорошо. Там Яша и где-то 704 тоже будет. Умудрился всех ХП разосрать. Сушка здесь оказалась, что ли? Надеюсь, он за домом стоит, поэтому так весело себя ведет, да? Непринужденно, охеренно. Охеренно, ну вот, 5 ксорий сюда. Да. То долго рвут, хорошо. Хорошо. За 500 рублей 5 рубов. Так. Так. Литрушка эликсира 9. Нет. Кайслав, будешь со мной с вводом? Так, красава, как дед учил. Все верно.
Все верно. Где фраза, да, это скандал. Ну, нету скандалов. Пока что скандалов нет. Я, честно говоря, не люблю повторяться. Поэтому, наверное, эта фраза не часто выскакивает, но выскакивает. Но тоже у нас уже 3К плюс, да, средухи. Хорошо. Здорово, великолепно. Надо после стрима подсобраться с мыслями и пойти прогуляться трохи, я думаю. Как выпал снег, я вообще не выхожу из хаты. Именно погулять, либо побегать, тем более. Надо бы трохи пошевелиться. Знаете что, я приеду, пока стану бортом, там уже будет зацелено какое-нибудь дерьмо. Особо опасное. Чё-то не подумал. Ладно, я понял. Ну Е4 это пиздец, кить. Какой же этот Леха? Я стрелял в гуслю, да, как вы могли заметить. Летела в башню, и еще такой тайминг полетел. Подсветил там нутром своим, дырял. У нас там жопа. Вот-вот начнем сосать. Поехали в ангар. Вот это другое дело. Копра вкатил, да? Под бабах еще похуй. Не участвует в бою абсолютно. Это будет мега отсос секитель. Они все позабирали, у нас Лёшки просто вкатывают. Е4 занимается хуйней. Гачеслав делает грязь. Добери ты его, животное. Здорово. Здесь мне уже повезло, я, конечно, чтобы в тычке не участвовал. Поехали быстренько бабаху пялить. КМКД. Ну и четвертый псина вот только и может, да? На все готовое. Калинный дик. Вот это косячок. Шашотник. Да. Пизда, вы поняли, какой он лакер? Он за 2000 мог отъезжать. Я ему почти в упор стрелял в каток, улетел в гуслю, и этот его не пробил. Вот и все, как бы. И вот чисто вопрос по скиллу. Блять. Это мем. Просто мем. Это мем. Православный вкат, да. Короче, хз чего? За ВК Play сём, сорян. Я знаю, ютубчик не но. Ну, ВК Play как бы запасная платформа, не более того. Он как бы, как это сказать, мне толку ни хера от того, что там кто-то смотрит. То, что с гей-геймингом соглашения нету, и, соответственно, для вас, допустим, подключить, да, там, за баллы голду всякую и так далее, я не могу.
Так. Теперь... Так, буду тебя на ВК-плей смотреть теперь. Поддерживаю чувственную площадку, да, и в чате я в соло. Ну и все. Ну и все. Поехали на вот этом чуде. Нам, если что, смотрите, сколько осталось. У нас финишная прямая, да, 28. Так, все, прочитал. В общем, надо садиться и фармить, причем фармить в особо крупном размере, потому что нам Хирогору серебра надо покупать. Ох, блядь. А еще знаете, что в декабре надо будет очень жестко фармить, потому что там будут бонусы, да, всякое дерьмо. Так, у нас заявка либеральный лагерь. У меня часто спрашивают, почем нынче фистинг на стриме у Бульбэш. Но, Лучше спросите его, и он вам ответит Треундредбутс. У Да. меня сегодня ДР. ох, 25 блядь. лет. Хочу Ошалеть. сказать тебе спасибо за контент. И то, что клацаешь кнопки ради нас. Спасибо, родной. Спасибо, Red Machine, за целый косарь. Шалеть. С днем рождения тебе. Прекрасная дата, да, если я правильно понял, 25 лет. Давайте мы, наверное, перепроверим. Да, 25 лет. Блядь, ну я не буду зудеть, знаешь, типа, эх, сука, я в 25 лет в школу ходил, там, 3 километра по снегу и так далее. Вот 25 лет охуенное время. Ты как бы взрослый человек, да, уже с тобой никто не нянчится, не говорит, что эх, молодой такой, все дела. Ну, вот, и с другой стороны, знаешь, не поздно, ну, вообще не поздно что-то новое или что-то там, знаешь, что ты давно хотел начать, и там и в 40, и в 50, и в 60. Но вот это вот время самое то, чтобы знаешь, сделать в своей жизни все, что хочешь. Так что радуюсь за тебя всей душой. Вот у меня, допустим, в 25 лет я перестал быть должен всем кому угодно, да, там, университету, родине, да, я и каким-то хуем должен был в армию сходить. Я оказалась должник круглый. Хотя даже денег мне должна не оказал, но все равно оказался должен. Что не разводится на тычку. Ой, блядь, дерьмо, ну посмотри на карту. Ёбаный шаг, мне сейчас развалится вот здесь. Да, два пробития сразу же. Пиздец! Какие вы бомжи, ненавижу вас. Ой, отлично. Альфочки нет. Альфочки нет, но 2200, хер с ним. Я 75 кого-то целил, никого не нацелил, его еще отпиздили. На этих пацанов тоже забей, значит. Опять будет турбач, опять всех обоссут. Значит так, Red Machine, огромное спасибо тебе за косарь. Огромное спасибо тебе за косарь и желаю тебе сделать со своей жизнью, да, которая у тебя еще вся впереди, то, что ты давно хотел. Займись тем, чего хотел, да, научись тому, чего хотел. Либо всунь туда, куда хотел, и ни в чем себе не отказывай, братан. За тебя и за твое очко. Так, я, наверное, камеру сдвинул там трохи, да? Не сдвинул, ладно. Ладно, так, читаем комментарии. Это время, когда надо делать все, чтобы твоя будущая жизнь стала много лучше. Ну да, да. Дейс, привет. Red Machine, пожалуйста. Пожалуйста. Эх, сука. Ну вот, блин. Ясное дело, знаете, можно было понять, что нас там пережмут и типа куда-то уехать, но я бы никуда толком не уехал. Что еще можно было сделать? Ну, можно было... О, я даже не хочу думать. Ну, типа, я с одной стороны, да, там, приехал на фланг, который жестко запушили, меня запушило 2 танка. Безусловно, это, наверное, ошибка. Надо было, наверное, посмотреть, что... Мне союзники не доехали, я не знаю. Но это такая ошибка условная, да?
Здоров, Торрера, здорово! Жеванный крот, здорово, братан. Я, да, купил по предзаказу одну, как это называется, комплект, да, вот этот жирный, там где-то на 90 с хером коробок. Вот, так что будем открывать. 6 число это когда? Кто шарит? Сегодня 2, да? Вернется календарь аж в среду. Я так понимаю, в среду можно будет открывать, да? Или нет? Или это закончится предзаказ? Кто понял? Кто понял? Я что-то подзабыл. Дай 5 советов по повышению скилла. Учись постоянно смотреть на карту и чекать вот просто на автомате, где где кто находится, и учись предсказать, что будет дальше. Это первое. Полностью знай механику игры. Вот, и полностью знай карту. С какого... Откуда могут это, блин. Минуточку. Серега, спасибо за полтишку. Просто. Вот. Полностью знай все карты, откуда могут прострелить, с какого куста могут зачекать и так далее, и сам ты мог это использовать. Полностью надо знать все карты. Это во-вторых. И все ТТХ техники. Вот. Это минимум, с которого можно говорить о каком-то скилле. Вот, далее играй на самых имбовых танках. На самых-самых имбовых танках. Потому что чем танк имбовее, тем проще тебе настрелять побольше. Чем больше ты стреляешь, тем больше ты запоминаешь микромоменты и так далее, и учишься играть. Потому что спэш на DD7 тебя будет постоянно пиздить, ты ничего не надо. Вот. Что еще? Смотри мои стримы, как бы смешно не звучало. И многие моменты мотай на ус. Вот смотри, вот я, допустим, не знаю, ну, анализируй сетап, само собой. Вот начало боя, да, там, ты посмотрел твой сетап и начинай думать, вот, что бы ты делал, куда бы ты поехал, чтобы ты, какое решение принял и так далее. И вот так вот постепенно ты будешь. Ну и самое главное, максимально сосредоточенно надо играть каждый бой. Как последний, сука, раз. Потому что ты можешь все эти дела делать, но немножечко на похуй, да, и просрать момент, что у тебя там команда не поехала на флаг, например. Кого угодно. Вот, и вовремя не принять решение, например, уехать куда-то. Да. Я был уверен, что ему подсудят. Охуеть! Он просто фулл корпусом стоял под всеми этими говноедами. Наша жизнь порой быстра и непроста. Мы сгораем, словно угли от костра. 30 лет мы прожили до сна. Не пробью. Вот это да. Вот это да. Ну может надо было в корпус стрелять? У него кто-то еще вправо улетел, ему. Прикольненькая песенка. Еще настолько на пофиг выкатывать, что разменяться 500 урона на 700 с хером, да? Ну вот я его мог убивать, по сути, да, вот уже вторая тычка, я выстрелил куда надо, херово знает, как там зашло. Мне не совсем понятно, как он, блядь, такой угол. Ай, его нахуй. Вот он просто как чмо проехал здесь. Не, в жопу. В жопу, я не знаю. Ну, блядь. Ну, блядь. Я, наверное, слишком агрессивно сыграл на этом Т-30. Надо было аккуратнее.
Делать делишки, да? И не заниматься херней. Поехали на 104-м. Так. Сделал себе небольшой подарок. Собрал пеку для тунчиков и новогодних. Сам это. Молодец. Вот, да, нельзя забывать себя любить. Это очень важно. Радуйте себя, друзья, и хвалите. Потому что это, скорее всего, не сделает никто. Даже любимый мадам. Необычно думает о другом совсем. Ну, тоже хочу купить 50, можешь, чё, ну да, мне пека соберите просто. Ага, сборщик есть же там на изи. Собрать. Так. Ренский, здорово. Протыкатель рандомных. О, чел. Хорошего стрима. Спасибо, родной. Так. Хочу... Вот сколько надо знать, чтобы КПЗ. Коробок 200, наверное. Но я предлагаю по чуть-чуть. Сотку зарядили коробок, пооткрывали, там же смотрите. Может, новому не надо будет, да? Вот они поехали уже, ублюдки. Right in the night. Просто проехал. Ошибись. Это был блайндец, кстати. Ну ладно, в леопарда, я думаю, кидали, не в меня. Что за выходки такие пьяные? Я не буду стрелять. Да. Кстати, он блайнда нет. Дерьмо это собачье. Да, только что выстрелил. Ёпта мать. Да, что у него такая сложная группа брони, там что. Хорош. А Боба там сидел. Я Бобу уже махнул где-то 7-го. Я что-то хотел проехать. Уже не хочу. На базе жопа. Пожалуй, на базу поедем. Если мы точно не продавим. А вот на базе я могу быть полезным. Да. Ой, ну субботний вечер, это, конечно, вообще чисто голубой огонек. — 6500 в игру донатить, я лучше пельмени на год куплю. Правильно. На 400 взял, хочу оружейника или как. Такие меня пристопы. А пельмени надо лепить самому, а не покупать готовые, в которых и мяса-то нет, сиськи, письки, рога, копыта и хвост туда-сюда.
Ну, по составу все равно белок, все, не ебью. Close, nice, AS. Мне кажется, вот этого отпялит тоже с Минотаврика. Я не знаю, что он ждет. Поехал, вкатил и обоссал. Все, что надо. Тем более время теряет драгоценное, да, здесь можно хоть кого-то подпушить. То с этими потом неизвестно как разбираться. Ах. Прокинули. Прокинули на гриб. Он там долго не посидит, если не свалит. Сюда могут насовать. А еще знаете, что может получиться смешное? Я вот так вот стану сейчас. И не начекаюсь. Ладно. Пока дрочит, можно проехать дальше. А еще мне интересно, смогу ли я сверху вниз лопатой его пробить. А еще верхнюю часть он должен лупиться, но что-то никогда туда не пробивает. Что, конечно, печально. Ну где эта шляпа? А вы хер такой видишь даже. Ну встань за чайкой, дерьмо. Прошло. Арточка сразу же, красава. Красава, леопард свалил. Блин, я думал, он туда поехал. Поехали на базу. Пацаны в ноль там отдались. И с самой выгодной позиции они просто отдались в ноль. Блин, или может здесь остаться, как вы думаете? Как вы думаете, славяне? Гриль там стоит, чекает. Знаете, есть смысл здесь где-то продрочиться, может кто-то по полю поедет. Ага. Леопард успешно иссяк. Хорош. Ну вообще, на мне, во-первых, вся хп, да, нашей шайки, по сути. Он еще на гриле есть. В принципе, если я бодренько подкачу и жмыхну 430-го, будет толк. Это молодец. А еще он в полупозиции там дрочит, я сейчас успею туда еще за камень заехать. Если какая-нибудь бабаха, да, там или гриль на всей скорости не прилетят. Еще для меня и шот. Нет. Хочу надежно ему въебать, чтобы он точно сдал. А, нет, дерьмо.
Не чекнул, охеренно. Ну, КПЗ шотный, я думаю, его убьют. А, может, и не убьют. И неизвестно, где остальные звезды. Блядь, ну там... Там кустов, по сути, нет, а я буду как дерьмо там. Еще если что, мне с горы могут дать. Там бабаха. Ну, гриль был full хп, помянем. Убили. Вон еще одна бабаха. Карточка его убила. Наверное, фигово именно фугасом у него стрелять. Ладно. Это, походу, максимальный урон, ребята. Без приколов. Блин, ну потненько, потненько. Нормально, вот такие каточки, это прям зрелищно, да? Я все равно рискую, потому что бабаха может мне дать пол хп. Ебать, не пробил. 2 раза на косарь, здравствуйте. Блядь, это стан вообще лишний. Пиздец. Он меня увидел раньше, чем я его. А то он мне не дал урон, дерьмо собачье. Прямое, блядь. Ну вот он как будто знал, что я приторможу, да? Come on, let's do it. По сути, он будет отсюда выкатывать. Я так думаю. Да, с той стороны он меня не ждет. Ну, например. Например. Просто потому что там под артой. Эх, сука, ё-моё. Я катку все равно не успею выиграть. Это, конечно, минус.
Блять. Но арта не влияет ни на что, знаете. Знаете, что арта, типа, это вообще... А, ну там бабаху осквернили. Мерзкую лужу говна. Где-то в поле он там. У меня после выстрела 13 секунд зарядки. Прошло где-то секунд 15. Ладно, пошел нахуй. Так, читаем дальше комментарии. Контору знаю одну по микрозаймам для НГ коробок как раз, чтоб вафлю заимствовать. Шалист. Заиметь. Был блайнд какое-то дерьмо. Я не помню, в кого я дал. Зато фугасами попустили. Зато нас напихали фугасами, ага. Ага. Горячий мексиканец, здорово, привет. А почему борода так придает возраста тебе после того, как побрился, помолодел? Да, ну, блин, борода. Потому что это борода. А сегодня хорошо продолжение стрима. Второй полуторалитровый снаряд повредил весь экипаж. Придется идти тусоваться, чтобы экипаж... Спасибо, Велик, давай. Приятного тебе вечера. Приятного тебе вечера, сука. Ну вот, сколько мне дали опыта? Так вот у меня колесико работает, или как? 1600. Да уж, поехали дальше. Нормально подходит. Так, значит, Серега, спасибо за 50 рублей. Red Machine, еще раз днем рождения. И спасибо за целый косарь. Огромное тебе спасибо. Велик, спасибо за полтишку. Жук, спасибо за 400 рублей. И Аноним, спасибо. Аноним, спасибо за сотку. И Велик еще за полтос. Спасибо, друзья. Peace into the night. Так, ну погнали. Погнали, сука. Сетап вроде как чисто для нас, да? Но в любом случае в той катке мне не суждено было победить никак. Если бы я даже изи убил бабаху, например, вы же понимаете, что за двумя арточками я бы не угнал за 2 минуты. Вот поэтому. Поэтому вот так вот. Но надо признать, таких вот каточек не хватает. Обычно все каточки по одному и тому же сценарию. А вот такие, где-то надо что-то поднахитрить, что-то придумать, их не бывает уже давно. Вот если бы все танки были как Дед 3, о да, то катки были бы долгие. Да, ни ДПМа, ни точности вообще ни хера. Поехали, сразу же зарамсую. Вот это вот было невежливо. Он просто на изи мне просунул на ходу. Это уже было не на ходу, конечно. Да ладно. Ему если что, можно просто в маску пиздануть. И он уже огорчится. Надо поиграть на двустволке, чтобы вообще понять, насколько он может насколько быстро он может вторую тычку плавать. У меня вечно какие-то проблемы с этим дерьмом. Блять, он отъехал. Сука, выйди ты, убей его.
Хорош. Но я понадеялся немножечко на союзников зря, как всегда. Ну да ладно, зато турбофистинг. А все 4 мальчишки, что здесь были, отсосали. Даже никто из ПТХ не начекал, а как такое может быть? Интересно. Интересно, слоевые пляшут, да? Здорово. Отлично. У него, видимо, тоже такая же херня, как у меня произошла. Да, отцелился в корпус, а попал херка никуда. Стой, дерьмо. Ну и что вы думаете? Сюда. Ну, член, быстренько за ним. Как же он долго ехал на позицию, да? Экипаж, потому что набран из эстонского СС. Это было жестко. Ну, это было жестко, согласен. Иди за углом, дружок. Ты скажу, когда выкатывается. Он что делает? Все, еда. А я за ПТХ быстренько. Крутим. Надо следить, чтобы этот Лалка его убил. Молодец. Джброуни? Что это 9 левел или какой-то? 8. Сюда! Блин, эта каточка прям бодренькая. Прям бодренькая. На Т-30 такое, к сожалению, бывает не часто. Но вот это было прям весело. Будь здоров. Хотя почти первая отметка. 1800 урона на первую отметку. Знаете, наматывайте на АС. Почти. Так. Я прочитаю все комменты, потому что их многовато, а я сходу не осилю. Блять, а может побегать, как вы думаете? Там, конечно, скользко, капец. Дерьмо. Весь бой там словился. Если бы он не был дебилом, кстати, он бы мог. Да ладно. Он бы уже был в ангаре, если бы не был дебилом. Так, читаем дальше комментарии. Т-30 это просто отличный агрегат для развальцовки ректальных колец Алёши Карандома. Да, может быть. Сам на нем гоняю часто. Но он клевенький. Да, но из-за того, что он ни хера не попадает. Даже не знаю. На деле, да. Сама концептуальная концепция, да, очень даже прикольная. Вот если бы появился... ну, по сути, есть 60 ТП, да, но который от борта не танчит. Хотя... Справедливости ради, Т-30 тоже от борта не танчит. Это надо понимать. Так. Стефани В, если я правильно прочитал, здорово. Поставь обычный досл слот. У меня нет обычного. На 104 трофейка не ап... ну да, тоже. Ну, понимаешь, я с тобой согласен. Ну, смотри, тут... Мне осталось 10 тысяч опыта, я его продам. Поэтому насрать. Так. Бля, что давление подскочило? Дохуя кофе сегодня выпил. Застать вчера до 3 не мог, а в 7 подъем. Короче, не спал ни хера кофе, подумал себе.
Весь день. Братан, занимайся спортом. Любыми способами начни бегать. Хотя бы раза 2 в неделю. И бегать можешь максимально медленно, главное беги. Все, максимально, вот как только медленно можешь, все равно беги. Вот, потому что именно бег, во-первых, у тебя все мышцы задействованы. Во-вторых, он дает сразу же результат, особенно для эндокринной системы. Пока не поздно, иначе будешь до глубокой старости бороться с давлением. А так ты еще, пока достаточно молодой, можешь сердечно-сосудистую систему приподнять до какого-то более-менее приемлемого уровня. Так, на двустволках 4 секунды на залп и между выстрелами 5 секунд. Все, я понял. А кто мне будет вечера своим стрима из Краша? Ну, стримы каждый день. Стримы каждый день, так что можете по этому случаю не переживать. Твин, привет. На MX50B будешь играть? Ну да, когда-нибудь тебя вкачаю. Вот я 50 стоп чуть-чуть вкачиваю. Не вздумай в гололед скакать. А у меня не гололед, у меня херово гора снега и типа еще ладно. Ну, если что, даже по льду бегать, похуй, типа всю жизнь в спорте. Я, если что, ни хера не будет. Хера не будет, на бедро, может быть, ударюсь. Гачеслав, а когда ты Харю прокачаешь и стримчанский на ней? Блин, до Хари там километр. Там просто беспросветный рейнул. Но теоретически, может быть такой, теоретически. Если я поубиваю все танки за коробки, у меня останется голда, я ее немедленно солью в свободку, и мы, возможно, Харю откроем. Гачеслав, а когда ты... Ты же пивка бахнул, какой бег? Или это было в прошлый стрим на Тетрис? Да похуй, я уже протрезвел. Вот. А если что, во время бега протрезвел. Че страшно? Да ну блин, литруха пива, ё-моё. Не до хера. Это не до хера. Могу себе позволить. Херово мне точно не станет. Я просто думал походить, но походить как-то скучно. Это надо где-то, не знаю, час ходить. Либо полчаса побегать. Я смогу побегать. Во-первых, я давно не бегал. И у меня вообще сидячий образ жизни. Лучше мне именно бегать побольше. Вот. И во-вторых, это меньше времени займет. Я еще приду, не знаю, либо видосы помонтирую на завтра, либо, может, даже что-нибудь посмотрю, отдохну. Вот. А вот, ну и пострадать, конечно же, надо, да. Рандома. Страдания в рандоме же недостаточно, а вот пострадать в беге самое то. А еще чисто теоретически я могу вдонить свободку, но я... Ну, не, Хари прикольненький. Он типа маневренный. У него голда ББХ. Он, ну, он забыл. Он классный. Я скоро докачаю 268, мы на ней поиграем, на нем немножечко поиграем. Он... Вот за что мне он нравится, да, это ты можешь быстренько куда-нибудь приехать, шлепнуть с бешеным пробитием по щекам и заславить. Вот, и так много раз. Хари, в принципе, то же самое. Ну, единственное, что на нем еще подергался, что-нибудь отрикошетило, не пробили, да. И, ну и ты можешь быстренько куда-то ездить и всовывать. Так. Ну, как воды колодезной, да. Водица байкальская. Как-то стрим быстро пролетел даже, да, незаметно. Ну вот кроме шуток, 2 каточки подряд, таких уверенных, да. Резко приподнимает шишку. Каким спортом занимался для тех, кто там? Да, легкой атлетикой всю жизнь занимался. Короче, спринт. Все виды спринта, наверное, не считая 800 метров. Бегал. Ну и... Ну ладно, 110 с барьерами я не бегал, я вот 400 с барьерами бегал. Вот, ну а потом, ну, за универ поуступал. Хотя в морду пробью просто. Не пробью. Это дерьмо, сука! Ладно. Гачеслав должен быть спокойным. Нет, он не может поперестреливать. Супер. Но другое дело. Прям ВЛД, здорово. Да уж на 400. Ну...
Вот троху повоспитывали мальчишек, может они и успокоятся, да? Его не видно. Invisible boy. Я его мог пиздануть, кстати. Но я решил не спешить с тычкой и, наверное, правильно сделал. Потому что я мог сделать вот так. Гачи, 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 бой. Baby. Give me only sec. Там едет дерьмо вот это деревянное. Ему абсолютно похуй на все. Ну, бог ему судья, конечно. Отлично. Удалось встанчик, надо его добирать срочно. И желательно, чтобы у меня арточка ничего не проснула. Взрыв очка. И быстренько разворачиваем. Возбуждение мой... Эй, no. Блять, выйди приметычку, браток. Ой, отлично. Блять, ёбаная Галя. Но мог и не пробить, это было бы грустно. Видите, не засал. Не засал, не свалил, хотя надо было от башни ехать. Конечно. В принципе, сделал все правильно. Этому там накапали. Six hot loads. Хорош. Ну и пошли от Т-103 еще по щам получим. Сюда! Охеренно! Просто охеренно. Ну просто, да. 2 катки подряд на 6 косарей. Блин. Неизвестно, где Скорпиджон. Ну и кому бы не насрать. Мало ли, знаете, где он? Может быть, где-нибудь в городе. Походу, он реально в городе. Ну, либо он там в кустике засел. Опа. Да. Блять. Ну, чисто здесь стоял, ладно. Ладно, хер. Хер, с другой стороны, да, он стопудово фуловый, я шотный полностью. И я-то светился, он неизвестно где. Было бы трудно в него дать. Либо надо было бы сидеть и ждать уже по погоде. Пофиг. Так, привет опять, супер дрын, да, на Е4 прохожу половую модернизацию 200. Ну вот у меня Е4 тоже будет, наверное, даже в декабре. Будем усиленно фармить шекели. Купить надо 28, Е4, 705 и возможно даже 50-120. Ну там как пися ляжет, как говорится, да? Как говорит мой дед. У меня жопа уже спотела адски. Блин, ну вот без приколов, ладно. Ладно, 2 каточки на 6000. Блин. Многие сегодняшние позорные отсосы мы, да, нивелируем. Хорошо. Это здорово и великолепно одновременно. Значит так, Серега, спасибо за полтишку, братан. И за все. Спасибо. Red Машина, огромное тебе спасибо за косарь. Еще раз тебе с днем рождения. Велик, спасибо за 100. Аноним, спасибо за 100. Жук, спасибо за 400. Извини, что забыл никнейм. Скорее всего, забуду еще раз. Извиняюсь. Извиняюсь. Так, Зевс, привет. Привет, у тебя в городе есть пивоварня. Да, есть заведуха. Называется, знаешь как? Лямус. Там национальная белорусская кухня. Охеренно вкусно готовят.
и у них есть своя пивоварня. Единственная в городе, по сути. Ну, не считая самого пивзавода, где тоже неплохо варят пиво. Вот. Ну и на пивзаводе можно по дешаку купить крутое пиво, а в заведухе чуть подороже, но оно, в принципе, того стоит. Пойдет 3400, вот на Т-30 это норма. Это норма. Ну, так, 104 тысячи у нас. Блядь, сколько мне за победу дали? Угу. Да, нормально, с такими темпами мы вкачаемся, будь здоров. Будь, сука, здоров. Анархист, привет. Эйнелу нужно подышать, да. Тоня взял СТ-2, но пока такое. Девятка была интересная. Ну, СТ-2 дерьмо. Вкусное пиво из эпизода. Сам завод какое делает. Да, там все подряд делают. Там у них и марки такие. Ну, допустим, есть марка пива, Урштайн называется. Никогда не... По названию никогда не догадаешься, что это из Витебска. И, ну, а так вообще... Там Двинский Бруер, вот это все, там Николаевская, такие сорта, они нигде не продаются. Они даже витебские, найти их достаточно тяжело, она обычно только на разлив. Вот либо в некоторых заведениях, которые тоже надо знать. А так в магазинах нет. Обычно белорусское пиво это вот Оливари, Речицкие, что там еще, Крыница, некоторые виды Жигулевского даже. Что там еще? Бобров, вот это шляпа. Так, hello, Иосиф Джавашвили, здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, я поехал в такую позицию на 704-м, куда бы, наверное, не стоило ехать, да? Можно было бы спокойно в кустах подрочить. Тем более без ЛТ. Ладно, значит, тем больше мы удивим бродяг. Пойду под гором. Будем снайперить. Непонятно, как меня до сих пор не насветили. Видимо, это все водица байкальская. Ебать, даже попал. Далеко пойдем. О, да, наглотался. Наглотался. Кататься полгода. На гуслю. Ой-ой-ой, подпал. И ассистик. Хорош. Что? Яшка снайперит. Ну, кстати, не опустили. Ну да ладно. У нас пол команды вон там сидят. Мне кажется, раз такая херь, да, раз население требует, можно было бы вот эту закатку сделать пошире, как вот здесь вот. Что там им вообще негде пососать. Это вынужденная мера. Наверное. Слушай, ну ты, блин, на имбе. На имбе имбово сосет. Кружок. Ну, я надеюсь, он хотя бы в кого-то урон дал. Он даже урона не дал. Это вообще. Еще они могут вот здесь зачекать. От башни выкатиться и зачекать. Блять, говнослав от коков. Ну давай ты выйдь. Мы так на нем не настреляем. К моему горькому сожалению. Ну ё-моё, Movie Star. У нас пол команды на горе. Вот ждем, когда они вкатят. Ну, когда они хотя бы созреют для того, чтобы подвкатить. Я-то точно в него не попаду. Вот в этих можно было бы попробовать. Кстати, непонятно, кто их так чекает постоянно. Не могу боковать так.
Вот так вот могу, потому что мне похуй. Мне уже резко стало похуй. Меня заснайперил вот этот доходяга. Да, конь все-таки дал. На максимальную отрисовку прошу заметить. Магиот. Чудовичок. Хорошо. Ждем еще тычку от супер коня. Херенно! Охеренно, но осталось только, чтобы с ним что-то сделали. Ладно, я думаю, знаете, что побыковали и хватит. Все еще никто не напихал. Я думаю, что, скорее всего, никто ему и не пропихнет. Будем пытаться ему дать маску. Ну, опять же, на подкалиберах с такой дистанции крайне маловероятно. Меня начекали вообще. Ну, могли вот здесь вот с жопы. Могли из жопы увидеть. А ну вот здесь, по идее, наверное, не. У нас полкоманды все еще продолжает стоять. Выигрывает катка за 3 секунды. Они все еще стоят против одного танка. Ебаные волки. Широкую на широкую. Я еще рады, что я в поле не свечусь, тут вообще здорово. Ну чисто ковбой, да? Я бы ни за что на леопарде не поехал вот так вот чекать. Поехали. Сука, это из-за того, что я просто... Ну, мне угла трохи не хватало. Ой, хорош! Ну ладно. Ладно, факен бей. Там где-то Т-30 что-то. Ну, по крайней мере, я надеюсь, да, что-то подозрения оправдались. Короче, по итогу Супер Конь оказался самым смарт-айсом. Он приехал в такую позицию, где его никто не мог распялить весь бой. Так, давайте мы закроем Т-30. Ой, красота! Он так от рельефа играет. Я микрофон задел, извиняюсь. Охеренно! Охеренно! Так, читаем дальше комментарии. Чайный гриб. Ну, немножечко был перед стримом, и все. Вот. И... Чайный гриб зло. Блайндов не было. Не было. Но зато у нас вот. Меньше 10 тысяч до 28. Охеренно. Охеренно. Так. Так. В Беларуси водка. Евгений, здорово. Джилил, привет. Мувистар, это что? Это из гачи нарезки. Ну, Мувистар на русский переводя, это кинозвезда. Так.
Рандом сегодня вообще топ. Зашел выполнять задание про царство гачей на урон, а в итоге так и не выполнил. Выходные совсем лютые, да. Да, в выходные лучше с утра играть. Семен весь урон хапает. Да, пацаны, не извиняйтесь. Тайваша, здорово. Давно, кстати, не виделись. Ой, блин, у меня настолько жопа перепотевшая, это вообще. Это вообще. А ну-ка, давайте быстрее прожмем. Бусты прожали, поехали дальше. Кукуэ. Здорово, здорово, здорово. Надо было Т-30 запускать. Хотя какая разница? Знаете, вот для меня, честно говоря, сильно разницы уже нет. С утра, так, в выходные играть полное очко, сейчас будет обнова, будет дурка конкретно в рандоме. Ну да. Да, вот когда коробки выйдут, будет дурка. Я себе взял бутылочку кротовухи. Не садись на что попало. Садись просто на табурет. Ну, let's go. Don't let me go, don't let me in. Пацаны трохи едут. Дед без закалки, походу, у нас. Деда с закалкой почти 3000 хп. Ну и хорошо. Вот знаете, на чем надо на баджере поиграть? Как-то стримец организовать на нем. Подловим эту пизденку. Ловит пизденка. Оп. Не пробил. Ну, естественно. Оп. Ну давай, сука. Я буду уже как полный чухан стоять. По крайней мере, они не будут готовы, да, к такой дерзости. Ой, щечку показал. Щечку показал, на пропускал. Так, видимо, он знает, какой у меня КД. Да, вот мой план, честно говоря, был ровно до этого момента. Я что-то даже не думал о том, что... Ох, блять, 1-1. Я еще и светился, вы поняли? Блин, я думал, что он не видит корпус мой. Еще был охуенно уверен, что я полностью прав. Да уж. Дерьмецом. В Икарику я прям завидую, да, ему сейчас его надо будет стрелять, а его никто не отпил. Все доберут. Давай. Ну все. А все. Нахер. Бля, леопард хотя бы остался бы послейвить. Ну вот это я просрал. Да. А он просто стоял и ждал, молодец. Не чтоб ехать дальше. Короче, да. Я тут немножечко нашалил. Немножечко, сука, нашалил. Так. Все прочитал, хорошо.
Хорошо. Поехали за все грехи на Т-30 расплачиваться тебе. Don't let me suck, don't let me... Пойдет. Пойдет. Сколько там градусов в Гачистане, меня интересует. -6. Ай-яй-яй. Ну вот так, самдик. Погнали. От башни посидим. Какие самые вкусные конфеты у тебя делают? Ну, я не разбираюсь в конфетах, я их редко ем, но если что, у нас умеют. У нас крутые кондитерские фабрики, ну, и как бы... Есть еще минус, в Беларуси в основном всякая, ну, такую посредственность продают. А самое крутое на экспорт. И, наверное, в России как раз таки можно купить что-нибудь такое, что продают на экспорт. Там такая фабрика Спартак есть, Красный пищевик, там еще Коммунарка. Ты найдете где-нибудь, там попробуйте, поищите конфеты. Такие по имбове подороже. Точно будут хорошие. Ох, блядь, их там рвут. Внимательно будет так стоять. Какие вы бомжи конченые, бесите прям адски. Хорошо. Блять, ну дай, сука. Нахуячить. Блин, они такие медленные, какие-то тормозные, меня тут накаляет вообще. Меня вообще мало что накаляет. Вот когда люди тупят, меня калит. Меня, сука, калит. Это тоже обидно, пиздец. Мне по итогу Ягов кинул. Я, наверное, и уехать нормально не смогу, меня могут убить. Просто выехал, плюнул. Вот. А то верите, что он хотя бы корпус видел? Он просто выехал, плюнул и убил. Так. Так, какие карты в бане у тебя? Утес и песчаная щека. Так. Угу. Сколько средуха по танку? Микки Маус здорово, 1003. Градусов как и у ВН минус. Да. Не скажу, что вкусный, только сюда. Угу. Все, Сем устал, ушел спать. Давай, счастливо, родной. Коммунарка, есть шоколадка. Папа давно ездил в Беларусь и привозил очень много вкусных, куда еще деньги были нужны. Но у нас могут. У нас могут кое-что делать. Поехали, наверное, по последней. В принципе, это дерьмо почти докачано, да? Или если мы здесь нормально каточку выдадим. Хотя нет, пизда. Там 5000 осталось. Так.
Что 1000? Я говорю 1003. 1003, не 1300, 1003. Но в город не пойду, поеду крысить. Не. В городе все-таки на 704-м так себе рамсить. The rhythm of the train. Да уж, но прошлая катка, конечно, какая-то хуета, да. И этот Емелька выехал, плюнул. И я там подсеяться нормально не смог, там Т-30 этот конч сидел. Какая-то чушь, блин. И 430 в поле выезжал, да, пострелять. Чисто в поле. Ну, ладно, я в него дал тычку, единственное. Так нарвусь на блайнд. Я не верю, что вот столько ПТ у них и никто не приехал в куст. Это ложь. Это наглая ложь. Да. Чисто расклевали. Ну, у них даже Хари на базе стоит. Надо ехать вперед. Да. Тем более, что Кобра так сваливает. Похоже, что фланг абсолютно пустой. Ага. Чисто пош. Вот что в голове, чтобы встать в эту позицию. Что должно быть в голове, чтобы встать туда? Кто-то дождется. Как-то охеренно зачитерился. Дам. Даже интересно, останется или нет. Видимо, да. Могло зайти. Буду здесь дальше сидеть. Тычка просто испарилась. Ну ладно. Там какая-то колонна, да, вон есть. Я не удержался, сука, а зря. А зря. Смешно. Поехали, сейчас Гачеслав здесь всю эту гряду высветит. Весело. Либо высвечу... Опа. Ой, подпальчик. Догорай, дерьмо, отлично.
Это тоже можно прокинуть. Здорово. Мне кажется, не попадаю в него. Он там катается дебильно. Ой, хорош. Ой, стой, говно. Возможно, вы с тобой вторая тычка заходил. Если нахер надо было быстро стрелять. Ну ладно, он больше посливается. Ладно, пойдет. Фраги нам нужны сейчас как никогда. Да, потому что нам опыта осталось. Чисто капля. Я не знаю, как я пробил и куда. Там вообще выше ворот летело. А еще не совсем ясно, кстати, где Фош. Казалось бы, такие места здесь. А мы можем слить катку. Более того, Мантикока нас сейчас насветит. Короче, это не мой клиент. Ну, пиздец. Они все шотные. Я Мантикока перечекал. Антикока без засвета стреляет даже. Блин, ну ё-моё, такая катка, слушайте, и слить, ну это капец. Я опять получу где-то 1500 опыта и пойду в жопу. Вот суки. Вот суки. Мантикора так и не остался досвечивать. Да, сука, ну хотя бы еще на фулку дать кого-нибудь, да, было бы здорово. Нашу Мантикору пересветили. Ну, здесь дерьмо потому что сидит. Big Dick Temptation. Шарфик шотный. Ой, блядь, походу шарфик усвечивал. Он еще и засейвился. Пизда. Ну это просто пизда. Он стал за этой херней. Слушайте, а у них в кругу есть какая-нибудь... какое-нибудь дерьмо, где можно засейвиться? Мне кажется, что у них такого нету. А у нас эту хату поставили, и там можно засидеть. Конечно, минус капец. Так, читаем дальше комментарии. Всем привет, в Беларуси много колбасы всякие разные, да. Роман Дегтярев, здорово, и дикий вкусный. О, блять, да. Сергей колбаску не прав, молоко вкусное, да. Съемки рабочий, торговым представителем работы. Короче, был блондец, где это вот, на удивление, да, потому что тычки здесь не особо летят. Поиграли мы вот так. Ну, прошлая каточка была, да, там, неубедительно на 1 урон. Ну и не только прошлая каточка. И не только здесь внезапно 3700, кстати.
Неплохонько. Неплохонько. Мы на следующем стриме, наверное, собьем X2. Да, там какой-нибудь X5 будет, и мы такие чик-чирик. Чик-чирик, и у нас уже есть одна имбочка, да, очередная. Значит, так, друзьяшки, спасибо, Серега, за полтишку. Red Machine, спасибо за целый косарь. Еще раз тебя разнюхай. Велик, спасибо за 100. Жук, спасибо за 400. И Аноним, спасибо за 100. Всем приятного вечера и выходных. Увидимся с вами завтра в то же время, в том же месте. До новых встреч, пока-пока.